представитель города Воткинска и хочет нам предложить на 10 минут маленький докладчик. Он скажет: здравствуйте все. Надеюсь, что нынешний вопрос очень злободневный. Аномальный сбор 2015 года. Я здесь бываю редко и боюсь, что в следующий раз я просто не буду, вы будете этим заниматься. Поэтому для затравочки предлагаю вам небольшой доклад. Я сам наблюдал особенности медосбора у себя на пасеке, где количество семей от 20 до 40, Воткинский район, луговое полевое разнотравье. И такого медосбора не было уже 60 лет. Когда мой дедушка, у которого я учился, он меня так вот по плечу похлопает иногда после главного медосбора, сам откачал 1,5 тонны, я откачал 1,5 фляги. Он говорит: ну что, Андрюха, в 56-м году на полях подохли. И вот нынче я такое пронаблюдал. Специально 2 семьи оставил, хорошие раи, которые в июле вышли, поймал в лесу, принес, вот, и оставил без совершенно всякой подкормки. Как они себя поведут? Хватит им при таком раскладе для выживания или не хватит? Развивались они очень хорошо на текущем взятке. Даже при температуре 12-14 не летали, но сдохли в сентябре. И картина точно такая же, как зимой. Выходишь, вытаскиваешь рамки, они все туда забились, все выели, всю пергу выели, все сухо. И семья половина осыпалась, половина ячейка. То есть такие случаи очень редкие, и нужно знать, как поступать в таких случаях. Какой расклад делать, чтобы не быть, как я нынче оказался, откачал всего лишь 3 фляги, и только за счет того, что успел это сделать до наступления главного медосбора. Главного медосбора не было, потом началась сразу закормка сахарным сиропом. Как вот, какую методику, вот вы ее одобрите или не одобрите? Предвидя такое развитие ситуации, просто взял и увеличил количество поголовья в 2 раза. Для того, чтобы в следующий год, надеюсь, такой порнухи больше не будет. Все-таки это аномал. Природа, она когда рассчитывает эволюцию живых существ, она рассчитывает ее на изменение внешних условий. Ну, где-то в 20-30% они могут отличаться от ежегодных. При этом возникают совершенно незначительные мутации в организме, способные, вывести живое существо по линии существования. Это эволюция. Но не должно быть так, что вот раз один год много, другой год совсем нифига. Если бы у нас не было сейчас культурных пчел, а остались бы только дикие, то нас это отбросило, может быть, на несколько десятилетий и столетий, и у нас здесь пчел не стало бы совсем. А потом бы потихоньку, по 5 километров за лето, ну так, в среднем, они бы распространялись, а вот сейчас бы у нас был катаклизм на несколько десятков лет. И как, быть при таком медосборе? Я, сперва понадеялся на прогноз интернета. Вот. Он показал мне, что в конце июня будет высокая температура. Вот. Многие медоносы успели отцвести. Было отличное было размножение семей. Они быстро достигли где-то 12, 14, 16 рамок. Вот. И как будто бы начали заготавливать мед. Но у пчелы нет в сознании такого, что подкладывать куда-то запас, когда идет активное размножение. Все идет на корм расплоду. Даже в том случае, если медосбор в природе есть, но очень много расплода, то семья не кинется заготавливать мед. Она в первую очередь сбросит медосборную активность и закончит выведение расплода, а потом уже начнет собирать мед, когда он начнет выходить. Вот это у нее в физиологии заложено. А нынче, что получилось? Откачали мы, со своим дружком. Он 2 фляги откачал, я 3 фляги откачал перед наступлением главного медосбора. Потом картина такая: пчелы почти не летают. В конце главного медосбора в июле по 16-18 рамок с расплодом. У него. Потому что он свои не ограничил, говорит: да бог с ним. Пусть будет, что будет. Но надо использовать эту особенность. Яйцекладка у пчел, она очень гибко себя ведет. Она зависит как от физиологии матки, как от качественного состава семьи, так и от внешних медосборных условий. И нынче они были таковыми, что основной этап размножения пришелся на июль.
16-18 рамок расплода было в конце июля в наших трехкорпусных ульях. Вот. При этом, что он их никак не ограничил. Он говорит, посмотрим, что будет. Вот. Я все-таки, значит, взял и сделал ограничение яйцекладки. Какими методами? Кто-то решетками делает, кто-то вертикальными перегородками делает. Я одновременно увеличиваю в расплодной зоне, значит, расстояние между рамками до 45-50 и ставлю в них вертикальные фанерные перегородки так, чтобы подряд было не больше 3 рамок. Вот когда чувствует пчела такое пространство, скомканное, она не будет много сеять, если у нее для яйцекладки всего лишь объем в 3 рамки. Она сама собой это сокращает, значит, пчелы выводятся, это место, значит, медом заполняется. То есть я все-таки как-то еще оказался с медом. Вот. Он потом, значит, покупал 3 мешка сахара, я обошелся 2. Вот. И по итогам нынешнего года все-таки наилучшая технология, если такое еще будет случаться, то это все-таки чередовать годы медовые и годы расплодные. То есть вот, ну, надо было увеличивать пасеку. Нынче это как Бог нашептал, что вот именно так нужно. Один год берем количество семей увеличиваем, другой год собираем мед. Вот. Дикая природа, на такое не рассчитана. Такое возможно только при культурном содержании. Если бы у нас были дикие меды, дикие пчелы, у нас бы их нынче не осталось совсем. А я? Нет, у нас там разнотравье, луговое, полевое, всякое у нас разнотравье есть. И конвейер довольно-таки неплохой. Если вот в это время начинаешь усиленно подкармливать, или, значит, переставлять рамки, или объединять семьи, то начинается ужасного воровства. Я нынче смог определить пик этого воровства. Он происходит где-то с конца августа по середину сентября. Он, значит, имеет физиологическую основу в том, что в это время еще остаются старые пчелы. И эти старые пчелы не находят реализации по внутридомовой работе. Они уже не нужны как водоносы, потому что яйцекладка прекратилась. Они уже не нужны как водоносы, но у них остался жизненный ресурс. А взятка нету, а они самые паратые. И вот они идут, недалеко летят, все ульи проверяют, и в конце концов это, значит, распространяется по принципу эпидемии. Не то, что вот какой-то один обворовали, тут же могут и второй, тут же могут пойти это все в круговую. Вот. Но если кто-то хочет по воровству, могу отдельно остановиться. Спасибо. А так, главная идея, один год размножаем, другой год собираем мед. Такие годы. Вот такие люди в Воткинске есть. Он две темы затронул сразу. А может даже 3.